Я вышла замуж, к сожалению, за русского, да, ну, татарина не было подходящего. Ну, не было татарина. Дочь у меня в совершенстве знает английский и корейский. Ассаляму алейкум, всем здравствуйте. Сегодня у нас разные профессии, разные национальности, различные клубы, и офицеры, и художники, и писатели, и поэты, и артисты. Сегодня вечер у нас посвящен тому, что наша организация, ну, можно сказать, выходит на новый уровень, на более высокий уровень. Уже 24 года штаб татар Москвы работает на благо сохранения татарского языка, татарской культуры, татарского народа. И сейчас наступил такой момент, когда мы готовимся, организуем, делаем вот все необходимые процедуры, чтобы организовать Конгресс татар Москвы и Московской области. Это будет серьезная общественная организация, которая планирует, естественно, включать в свои ряды активных татар, башкир, неравнодушных к нашей культуре. Начну вечер. Добрый вечер, дорогие гости, друзья, единомышленники. Штаб татар Москвы. Рад видеть вас в этих стенах Дома татар Москвы, который уже много лет является очагом жизни и общения всех поколений татар, проживающих на данной территории России. Спасибо руководству штаба татар Москвы в лице Ямалеева Рустема Фаизовича, который создает теплую, уютную, дружелюбную обстановку для всех приходящих в этот дом. Что касается сегодняшней нашей встречи, то она посвящена созданию оргкомитета для рождения двух новых организаций татарского населения Москвы и Московской области. Это Конгресса татар Москвы и Конгресса татар Московского региона. Цель создания этих организаций – собрать в единое целое здоровые силы представителей татар Москвы и Московского региона, физических и юридических лиц для сохранения своей идентичности и остановки процесса ассимиляции нашего народа на данной территории России. Для поиска путей сохранения языка и культуры, совместной выработки эффективных путей решения задач по возрождению института татарской семьи. Абдулхай Хайрулин. Достаточно много лет, еще раз повторяюсь, да? Был со многими знаком здесь, в Москве, все время в Москве. Знаком, знаю проблемы, которые есть и у татар, у народа, и московского народа. Все проблемы мне известны. К сожалению, все то же самое, что было лет 20 назад и лет 30 назад. Можно, конечно, создать конгресс. Да, это хорошая идея, неплохая, я лично поддерживаю, но все-таки должна быть какая-то определенная цель, да, задачи какие-то, да, дорожная карта. Вот мы, вот как Рустем, да, Фаизович, он говорит, да, он обращает внимание на молодежь, да, вот он, ну, правда, аудитория у нас не совсем молодежь, да, сегодня не вон они. Наши дети уже подросли, поэтому в детские сады не ходят, да, и даже, наверное, в школу не ходят. Вот, ну, да, молодежь, надо, чтобы они как-то так где-то встречались. Вот я знаю, у меня уже внуки, там, 20, 15 лет, там, и так далее. Да, они среди русских. Татарского языка кто знает, кто не знает, понимаете? То есть, как бы, здесь проблема. Почему? Потому что нет места, где они могли бы встретиться. А если есть, то это так, вот, ну, все примитивно делается, что они не хотят. Они приходят, смотрят, нет, мы не будем. Вот Конгресс — это на самом деле очень серьезная тема, и, конечно же, хочется что-то привнести и сказать что-то полезное, ценное, да, что действительно поможет сохранить самость нашего народа, татар. И я могу сказать, как экономист, да, что все-таки, как мы ни крути, да, сейчас, вот, к сожалению, да, все-таки время меркантильное, и, может быть, вот, какой-то объединяющий момент, да, экономический можно привнести, потому что то же самое, как привлечь молодежь, да, кроме организации каких-то там увеселительных мероприятий, да, может быть, организовать какой-то, ну, я уже тут вот говорила, если банк, да, как, выпустит какую-то карту, да, где будет написано там, да, что вот именно там татарин будет иметь какую-то определенную там. Татарская община. Да. А вообще мне очень приятно слышать то, что вы сегодня сказали, что надо спасать то, что потеряно, то, что сделали наши
старшее поколение, да, вот эта школа, значит, да, вот, многие там завоевания, которые были, так сказать, потеряны. Это потому, что вот такого, видимо, соединяющего, координирующего центра просто не было. Вот эта координирующая роль и должна взять Конгресс. Кого-то совесть мучила, что он не знает свой родной язык. Кто-то говорит, что у него там семья, там двуязычная, жена русская, и как бы тоже немножечко оправдывается, что он тоже не знает язык и так далее. То есть у каждого свои какие-то причины, и каждый что-то как-то говорит, но ничего конкретного. Ну, ведь у нас же сейчас, вот мы собрались для того, чтобы что-то конкретное решить или хотя бы конкретное предложить. Да. Ну что, вот давайте подумаем все-таки именно конкретику какую-то. Я вот предлагаю, если речь идет о татарском языке, об изучении татарского языка, особенно молодежи, вот у нас еще и взрослые, оказывается, не знают свой родной язык, да? Ну вот. Не мешало бы, конечно, и взрослым начать изучать. А почему нет? Никогда не поздно изучать языки. Тем более это развивает память, тем более это спасает от Альцгеймера будущего. Поэтому это всегда очень полезно, нужно и важно. Но, конечно, нам надо все-таки ближе к молодежи быть. И молодежь для того, чтобы она заинтересовалась языком, нужна мотивация. А есть ли у нее она?